Вы только что пошли наставника, вел наставник астрономии, а теперь я буду задавать вам загадки астрономические. И вам треба отгадать. Слушаем уважно. Так, я достану, знаете что? Знаете что? Вот что я достану. Правильно, вот с таких луп был створен первый телескоп. Зробив я хто? Галилей зробив. Він поставив такий луп і зробив перший телескоп. Перший телескоп. Ви бачите телескоп, але це вже телескоп Ньютона. Ні, це Кеплер, рефрактор. Ну, а Ваня Галилея це не Кеплера. Да. А то Ньютон. Я читаю. Так, першая загадка. Вечером на темном поле кто-то рассыпал бочку соли. И теперь на темном поле захотят крупинки соли. Что это? Зорное небо, правильно, зорное небо. Поставьте все, подойдите, там будут подарунки от пани Гузя. Правильно, зорное небо. Далее читаем. Там носы высовывать рыбульки с мора. Глядят, хлеба низ, яблок по простору. Покуда жужжали рыбки с рыбными кольки, то яблок стал подобный до своей дольки. Что это? О, правильно, месяц. Кто здесь первый? О, правильно, месяц, правильно. Кто яблок, кто откуда здесь яблок? Вот, я свою. Добро. Так, біля зорок близько, мільганула раптом близько. Як побачиш близькі зяння, загадай собі загадку. Що це? Ні, не комета. Правильно, а як это по-белорусски? Ой, сничка, правильно, сничка, правильно. Это сничка. У нас есть, надо есть такое надо, сничка. Здорово. А теперь вот тут ход, кстати, рассказывает про это. Дождь пошел на небоскребе. Парасоль мы не раскрыли. То и поток не гордый, зорный, а докладе метр. Правильно, метеорный, правильно. Конечно. Мы можем получить взглядом зоры и так створить малюнковые узоры. Видать, их добро ясно на дворе. Узор, который называется правильно, сузоры. Молодцы. Можно наступная лекция будет про сузоры. А зараз мы будем, значит, повторим планету. Принцессы бродит скороход, вокруг царицы круглый год. Принцесса третья скрывая, ля-ля-ля, а зовут меня Земля, правильно. И он самый кроткий от натуры, примчись для солнца, и он Меркурий, правильно. А вот это. Я поршню извлекаю ранку, и першая плазма для чорку. Я тяница, и черница, и заранка. Великий ранешняя зорка, але не зоркая. Не верьте в это. Я зихотная, пригожая планета. Мое белое облако атмосферы. На самом деле, мое я правильно, Венера. Правильно, вам можно что сказать, что это не зорка. Хоть мы называем ее зоркой, зяница, и черница, але это не зорка. А я цікава, планеты на нашем небе от зора. Вот на Венеру поглядишь и скажешь, что это не зора. Кто знает? А тихо. Кто может? Ну, какие версии? Какие на небе больше бывает. Так. Ну, кто расскажет? Ну, может быть, давайте такие.
А что такое, кажется, что вот зорки вот так мигать, перемигиваются? Ну, кто скажет? Зорки далеко, и они еще бывают подвойные, розовые, так, и они, вот, ну, давайте, осторожно, скажите. Ви всі бачили, як зорочки мігтять, так? Бо це часом переливаються різними кольорами, винувата атмосфера наша. А ось планети світять ровним світлом, вони не мігтять. Тому, коли бачите ярка зорка, та ще не мігтить, напевно, це планета. Особливо, коли побачу ще мігтять, а вона не слухається. Правильно, вот так, соправды. Тому, я если знакомый, что я читаю, уже это планета. Все, далее, далее. Ближе красно-кольоровых зор, для птиц червоный помидор. Марс, правильно, Марс. Вот. Что такое? Тел космичный целый пояс. Что там кружится? Что это? Тикамин, планета. Тел космичных целый рой. Корнос их астероид. Правильно, корнос их астероид. Казалось, правильно. У меня гигантский полосатый свитер, потому что я гигант, потому что я Юпитер, правильно, вот. Да, вот. А ось цікава планета, нам вот страну ще трошки розказати. Вот чому така загадка? Я дрожу на орбите, я перекуренный член, а зовут меня Уран. Вы расскажите, как вот лежит цікаво на боку, и я кольцо, и вот это, знаете, я тут. Саме смотрится я крутится все планетки. Ну, она крутится вокруг своей оси, и когда мы сонники наши, то бегает вокруг сонники прыгает. А вот Уран, и он крутится лежащим на боку. И он вот так крутится, лежащим на боку, и бегает вокруг Солнца. До речі, загляди, там такие цікаві зміни пор года, лета, зимы, весны. Там вообще добывается порядок дней, порядок ночи, очень красиво, как Урана. Там нормальная планетка, это крутится один, лежащий вот так на боку. Да, вот уявляется, на боку лежит, я перекурю так, это крутится. Такой активный, никто не видит саму. Ну, очень просто великовато, может быть, его кто ударил, там, какие-нибудь, что. А может быть, вот так, его выкинули так, іншими планетами уже вот так, покрытый и лег на. С вами я не самый, ну, уже так. Добре, я так само великий, я так само толстун, я чистый гигант. Я планета. Нептун. Правильно, Нептун. Правильно, молодцы, Нептун. Вот мы про него сказали. Далее. Колись мне лечили планеты. Теперь я малая планета. А я улица тримаю подземный трон. Правильно, Плутон. Вот. Очень маленький, а его мифах, его верный монстр. Тримал мифах подземный трон. Он царь подземелья. Вот. Так, далее. А далее вот так. Мы кружаем для планет вельми осторожно. Мы могли осторожники. Мы кто? Мы планетные сподорожники. И самые знаменитые сподорожники, какие вы уже можете побачить, это месяц. Правильно. А скажите, Венера идет сподорожники? Не, у Венеры нема. Штучный. Ну, там, что-то штучный залет. Кто это? Нет, у Марса два. А у Венеры нема, что да, это такая же самая Земля, я не знаю, что ближайшая к Земле. А это вот нема сподорожника. Вот что самое цікаве. Далее. А вот теперь вот про Плутон мы сказали, а за Плутоном мы там сказали, в баллоне шумите карликов коррузных планет. И это так само у нас. Это
оперы, мы объекты поиска кой. Ну, никто не ведает. Ну, спаляя справа, скажите. За Нептуном ёсць яшчэ цэлы пояс таких же самых цел, як астэроіды, толькі яшчэ нам больше. Сярэдны Плутончик наш летает, его зовут пояс Койпера. Ученого, які прадказаў яго в свой час, звали Койпер, и по имени ученого называют пояс Койпера. Господа. Да, там вот за имя уявите еще, там, Сетна еще, там, Лёва, там, еще некий Квалар, я тут знаю, да, Квалар, вот, я мне вот тут лёд, и туда полетел Новые горизонты, американский космический аппарат, он уже зараз летит там некого маленького, там, Вену, да, Да там нас вход просто не важно. да, там дальше, ну, это поиск кода. Давайте еще раз повторим. Мы летаем на фоне зор, и нібито космічний хор, воспеваем космічную оперу на объекты поиска Койпера. А еще, кроме Койпера поиска, есть такие цікавые облоки, какие сделаете, что ну, вам опять не хотели бы, вот там на столе, это на столе. И оттуда прилетают такие вот цікавые объекты. Раптом парна молодая, косу ночи расплетает, и до солнца шлях тримає. Тиждень некалькі пойзяє, а після і знов зникає. Что это за парна такая молодая с косами? Правильно, комета, вот и вот оттуда, с того облака такого, якое вам скажу называться, прилетают кометы. Коли оттуда прилетает космичное тело, дрожит тело из сердца аорта. И это летит нечто такое, з облака. Может, кто ведает. Комета, а вот я к этому в облако зараз, ну скажите. Мои 11-классники это сами не видят, а вы хотите себя. Ну это я просто показал. Я еще на самом краю отсылки, есть еще одно облако, его зовут облако Оорта. И вот оттуда есть комета, кометное облако, я на это расплетаю. Да, и вот оттуда прилетаю его сюда, вокруг солнца, там все правильно. Да, ну это там просто вам было цікаво. А вот следуется, вот бывает, что мы блукаем, нам треба заметиться шлях. Это шлях. Правильно, понятно, вот такая, кто неведомо где заблукает, эту зорку на небе шукаем. Зорка помощь докладно покажет, дорогу пусти, все покажет. И дорога не будет коварная. Эта зорка зовется полярно, правильно. Вот. А я, значит, полярную зорку никто не видел. Ну, правильно. Правильно. Это правильно. Можно найти с помощью такого ковша. Это великая медведица. Там треба пластик. Казахстан. Коли там всем напишем вежности, покажем на ровно на полярную зорку. Ну, ще такі об'єкти, самі страшенні у сусвіті. Самі страшенні, може хто це чув, може хто розказував. Послухайте, все, що до нас заблизько подлітає, то и у нас назавсюду зникає. Ми у чорній космічній ширі, найчорнейшие чорні. Всі його ведаєте, ну всі його ведаєте, справді, ось чорні діри. Може, проткнем дірку, і буде чорними, справді. Ось, такі страшні об'єкти, які у центрі інших об'єктів в основному бувають. Ось. Такие бывают объекты. Добро. Ну а теперь, вот какие это объекты.
там где черные дыры в центре. Вот может кто это. Там высоко-высоко, там далеко-далеко. Зорки по полю полетели, крутятся зорные карусели. Что такое может быть зорные карусели? Шмас, надзора, Лестница. а что это такое? А як эта система зорная называется? Это называется галактика. Галактика. Да. А давайте теперь зараз зробим наш космический адрес. Так? Давайте. Итак, великая самая, это галактика. Як наша галактика называется? Если, знаешь, вот у нас инопланетяне испытали. А вы кто такие? Вы откуда? С какой вы галактики? Мы что скажем? Внешний путь, так? Внешний шкаф. А далее он пытается. Внешний шкаф. А далее где вы живете? Внешний шкаф. Правильно, солнечная система. Воду, так, воду ведать. Планета Земля, третья. Вот, третья от Солнца, планета Земля, все правильно. Ну и там далее уже можно там Европа, Беларусь и так далее, Евразия. Правильно, вот так наш такой адрес космический. Внешний шлях, Солнечная система, третья от светила планета, Земля. Молодцы, значит, все уже доведались. Дякую вам. Дякую вам.